Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вновь знакомим вас с Натальей Кириллиной. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья у нас человек с интересной профессией, она у нас шокофлорист. Ну и, соответственно, сегодня мы будем работать вновь с шоколадом. Впереди новогодние праздники, а значит, пора бы сделать новогоднюю композицию. Да. Ну, не обычную, а вот такую сладкую, я бы сказала, да? Для начала давайте расскажем, что нам потребуется и, собственно, какая у нас идея сегодня. Сегодня мы будем создавать зимнюю корзиночку. Нам для этого понадобится сама корзинка, флористическая губка, пищевая пленка, шоколадные цветы и еловые ветки искусственные. Ну, я думаю, те, кто следят за нашими выпусками, уже видели, как создается вот такая красота. Итак, дорогие друзья, обратите внимание, это не пластиковые цветы, да, это все бельгийский шоколад, да. А вот здесь у нас сегодня есть птички, ягоды, цветы, мандарины. Ну, то есть вся новогодняя тематика сегодня будет в нашей корзинке, да. Ну что, давайте начнем? Давайте. Так, в корзинке у нас бумага. Да, чтобы немножко губка стояла повыше, мне нужно, чтобы она высота была где-то вот сантиметр от краешка. Если будет сильно глубоко, это будет неудобно вставлять цветочки и вот веточки. Поэтому делаем так. Для начала мы разрежем губку под размер корзинки. Кто, возможно, не знает, что такое флористическая губка, да, это такой необходимый атрибут во флористике, да? Да. Она используется еще живыми цветами, она вот впитывает хорошо воду, и вот в сухом виде тоже она вот как основа для букета очень хорошо подходит, поэтому я ее использую. Так, давайте измерим, сколько тут нам понадобится. Нужно, чтобы она почти полностью там входила, вот так вот покрыла поверхность и входила свободно. Вот краешки нужно тоже обрезать. Но это достаточно такой простой. Да, это подготовка получается. Несмотря на то, что сейчас еще ноябрь месяц, многие уже задумываются о том, что можно подарить своим близким на Новый год. Вот здесь вам такой небольшой, так сказать, мастер-класс. Может пригодиться. Да. Теперь нам нужно покрыть вот эту губку. Кубики. Губку пищевой пленкой, чтобы она не крошилась, наверное. Да. Нет, нужно вместе. Вместе? Да, вместе, чтобы они вот так не расходились, и вместе можно было их. Давайте. И вот так. Все, этого достаточно. Отрежем. Готово. Так, Дарья, можете подать вот бумагу, тишью? Да. Вот это можно уже убрать. Вот такая бумага. Это вот тишью бумага, она используется для подарков, по флористике. Тонкая такая бумага. Нам понадобится совсем немножко. В букетах с цветами часто встречают, да? Да. Еще упаковывают подарки. Да. Вот такая вот, как калька, как по кальку похожая. Нет, она еще нам понадобится. Вот сначала вот так открыли. Да, еще один листочек нужен. Так вот берем и теперь кладем в корзину. Фундамент готов для построения нашей композиции, да? Основу, можно сказать, готова. Вот эти вот торчащие можно вот так вот красиво. Это вот изолируем мы шоколад от самой корзинки, потому что корзинка сама тоже, ее нельзя мыть, она деревянная. Поэтому вот. Готово. Все. Далее. Теперь уже сборка непосредственно, да.
нужны будут перчатки, Перчатки. да, потому что я буду работать с шоколадом. Так, дорогие друзья, хотелось бы напомнить вам о том, что данные цветы это достаточно кропотливая работа, да. Конечно, заново, да, мы уже не смогли бы показать процесс, да, приготовления, но это бельгийский шоколад, да, который растапливается в микроволновой печи до 33 градусов. Нет, до 32. Не доходя до 33. Да. При этом только в этом случае ваши цветочки не развалятся, не расплавятся, не потекут, только если вы будете соблюдать этот температурный режим. Если будет 33, то кристаллическая решетка в шоколаде разрушится и цветы потекут у вас. Поэтому, значит, растопили, затем заливаем это в различные молды. Вот видите, здесь у нас молды готовы. У нас здесь есть и шишки, и птички. Конечно, это можно вырезать самостоятельно ножичком, да, но потратить на это всю жизнь, да. Проще залить в молд, да, и готовую птичку вот уже и достать со всеми ее перышками, совсем. Ну, то есть это такой аналог детского сада с пластилином. Положили в формочку, у тебя готовый вот продукт. Здесь у нас, конечно, сегодня просто изобилие различных деталек, да. Ну и потом это все отправляется в холодильник, и цветы наши, и вот фрукты, овощи, ягоды, животные там должны простоять сколько? Час. Где-то часик, да, чтобы шоколад стабилизировался. А затем эти силиконовые молды мы снимаем, и у нас готовый вот такой шоколадный продукт. Ну а сейчас мы переходим все-таки к нашей новогодней композиции. Да. Мне понадобятся веточки, передадите, веточки, да? давайте. Я хочу сделать ее такой раскидистой. Вот у нас вот такая ручка будет. Я хочу, чтобы ветки вот так вот торчали немножко. Тоже в каком-то корейском стиле, да, вот такой современный стиль. Вытянутый. Вытянутый, да. То есть художник видит так, значит, надо делать так. Да. Начинаем с веточек. Но мы взяли сегодня искусственную ель, а ведь можно же взять и, в принципе... Мне кажется, с точки зрения безопасности лучше все-таки искусственную, потому что сам вот веточки, которые в цветочных продаются, живые, они выделяют смолу. Вот, и неизвестно, что использовали при выращивании этих елочек. Получается, может быть, там и пестициды, что-нибудь такое, поэтому я против живых вот этих. Если хотите, конечно, можно, но как-то их изолировать, что ли, вот да, как-то от шоколада, да, тем более. Да. А эти веточки, они искусственные, они сделаны из полиэтилена высокого давления, и я их еще дополнительно помыла, поэтому они полностью безопасны для использования с пищевыми продуктами. Да. Все верно. Безопасность превыше всего. А вот если по правилам расстановки коротенькие веточки всегда должны быть по бокам, да, а длинные в середине? Не обязательно. Если вы хотите сделать круглую композицию, то веточки примерно все на одной высоте должны быть. Да, я сейчас хочу сделать немножко такую летающую, вытянутую форму, чтобы поинтереснее смотрелось. Да, получается.
Наталья, а при сборке вообще вот подобных композиций есть ли какие-то правила? Вот я сейчас смотрю, у вас все очень так, знаете, как будто грамотно сделано. Я бы не додумала, что вот какие-то детали нужно повыше, какие-то нужно пониже. Есть ли? Или это все, как вы сказали уже, я художник, я так вижу? Нет, все равно какие-то правила есть. Если вы хотите собрать круглую форму, нужно придерживаться уже, конечно, все должно соответствовать тому, что вы хотите. Если вы хотите какой-то вот раскидистый букет, как тут, например, да, по краям можно ставить повыше. Посерединке уже ставим немножко под наклоном, чтобы смотрела вот к зрителю, да, туда, получается, туда. Лицевая сторона, да? Да, если вот так все поставить прямо, тогда будет видно шпажки, поэтому не очень красиво, поэтому все под наклоном, вот как бы вот такой вот круг в голове рисуете и ставите как бы на его стеночки, чтобы шпажек не было видно и чтобы все красиво смотрелось. У нас здесь появились мандарины, птица у нас появилась. Мандарины прям выглядят очень реалистично. Кажется, вот, что они как-то либо настоящие, либо как минимум из пластика. На самом деле это тоже шоколад, да? Да, это сделано из апельсинового шоколада. Бельгийский шоколад такой есть, он тоже со вкусом апельсина. Также есть тут шишки из молочного шоколада, и остальные цветы, они из белого с красителем. То есть вот эти мандаринки, они сами по себе оранжевый шоколад, да, он такой? Да. Без красителя он сам. Да. Здорово. Нет, он с красителем, но уже с заводским, получается. Не я сама красила, он сам такого цвета продается. Вот. Цветов у нас все меньше и меньше. Ягоды рябины у нас даже есть здесь. Все есть. Да, атрибутика такая зимняя. Это как на 8 марта мимозы и тюльпаны. Вот на Новый год я собираю, чтобы были шишки, мандарины, да, чтобы все ассоциировалось с зимой, с Новым годом. И у вас, наверное, очень много этих формочек, молдов, да, этих, на любой праздник. То есть, да. Если это праздник для мужчин, это, наверное, пошли пистолеты, да? Потому что машинки. Да, инструменты всякие, да, есть. Еще можно, конечно же, мужские букеты тоже собирать. Я их тоже собирала. Что, мальчикам нравятся шоколадные букеты? Девочкам нравится шоколадный букет дарить мальчикам, видимо, да? Потому что выделится, да? Да, но они все равно букеты такие более темные, мужского такого плана получаются, да, не нежное розовое, а что-нибудь из молочного темного шоколада вот делаете. Кошелек, деньги, там, машины. Да, и какую-то атрибутику такую добавить, и получается мужской букет. Вот. То есть можно и мужчинам дарить букеты конечно. сладкие, а почему бы и нет, да? Да. Ну а самое популярное это все-таки цветочные букеты, да? Да. Розовый, сиреневый, красные оттенки. А самый оригинальный заказ, который вам вот делали, сказали, хочу из шоколада сделать, вот было что-то такое оригинальное на вашей памяти? Ну, в основном заказывают то, что я сама выставляю у себя. Работы. Они знают уже, что я могу. Вот. Ну, ничего такого, что я вот не знала, как поступить, и у меня такого не поступало. Они в основном говорят, шоколадный букет заказывают и говорят на свое усмотрение или фотографию отправляют, чтобы они хотели из моей же страницы. Поэтому у меня никаких трудностей тоже не возникает. А бывает, допустим, с чем вообще нельзя никак сочетать шоколад? Вот, может быть, с какими-то продуктами. Либо вкусовые. Вот они же могут выбрать, допустим, вкус шоколада? Шоколад впитывает другие запахи. То есть его лучше рядом не ставить с какими-то сильно пахнущими продуктами. Да вы что? Да. То есть... Или с духами, например, да, или с бытовой химией, например, запихать куда-то вот в этот подарочную коробку, да, шоколад обычно вот так кладут, но я бы не рекомендовала так делать, потому что шоколад очень впитывает запахи и может вкус поменяться шоколада. Ну, то есть, когда мы ставим наши формочки заставать в холодильник, об этом тоже нужно подумать, а вдруг на тарелочке рядом рыба лежит соленая? Да, надо все будет это убрать. У меня такой проблемы нету, потому что у меня есть отдельный холодильник, да, там все чисто, шоколад стоит, поэтому у вас никакого другого вкуса не будет. А здесь и колбасу можно поймать, и запах рыбы, а потом сделать букет, и поймешь, что что-то было не так. Ну, конечно, это если за 1 час там ничего не случится, конечно, можно поставить на 1 час, там на 2 часа, но на вечер, на сутки лучше не оставлять этого, не делать.
А самый дорогой шоколад это какой? Ну, вот, если делать букеты. Такого нет? У них одна ценовая политика? Ну вот апельсиновый тут самый дорогой, например. Его очень сложно найти по адекватной цене, потому что цены очень сильно завысили сейчас, да, и самый дорогой здесь вот апельсиновый шоколад получается. А так, зависит от производителя, мне кажется. Бывает еще глазурь, но это не шоколад. Шоколад сам по себе это натуральный продукт, а глазурь туда кладут уже вместо какао-масла различные растительные масла, пальмовые, там какое-нибудь не очень хорошее. Поэтому глазури дешевле. Вот. Можно, конечно, тоже работать с глазурью. С ней проще работать, ее не нужно темперировать. Но шоколад по вкусу гораздо лучше. Да. Так, но у нас остаются детали, нужно все туда обязательно, да? Да, потому что тут у нас пустоты, и сейчас все сделаем. Ну и вот взять в целом корзинка у нас, в принципе, такого достаточно хорошего размера, да, и цветов здесь задействовано, ну, наверное, штук 60, да, различных элементов, 50. Ну, где-то так. Да, но у нас есть мелкие детали вот такие, да, и это очень, очень красиво. Вы знаете, прям творческий процесс такой завораживает, потому что вот сидишь, ты все это творишь, и потом, главное, пересмотрев уже эту композицию с другой стороны, что-то хочется вытянуть вперед, что-то назад, что-то добавить, да, такой нескончаемый процесс. Поэтому вот Наталья говорит, что иногда она сидит часами просто сидит и вот увлеченно занимается своим делом. В губку, когда втыкаете вот веточки, да, ее нужно очистить, чтобы она хорошо входила, да. От нижних этих нужно избавиться, чтобы она легче вошла. Мне не хватило уже подготовленных, поэтому сейчас вот. Ну и вообще с живыми цветами тоже, когда работаете, все нижние листья нужно убирать, чтобы втыкать, получается. Но в любом случае у этой композиции есть лицевая сторона, потому что здесь все такие очень креативные, да, у нас детали. И с этой стороны более такая уже она сдержанная, да, у нас есть мандаринки, цветочки разных видов, но вся красота должна быть у композиции с одной стороны, да? Ну или вы так пока сегодня решили. Задняя сторона тоже должна быть красивой, то есть там не должно быть никаких пустот, совсем про нее забывать не стоит. Но основные, самые красивые элементы для фотографии я ставлю вот спереди. Тут и шишки у нас видны, птичка видна, бруния есть, и вот пуансеттия или рождественская звезда, вот, знаете, да, вот такой вот цветочек, рябинки, все самую красоту поставили вперед. И сзади тоже очень даже неплохо. Да. Мы дорабатываем остатки. Да, сейчас я вот тут немножко осталось, я туда вот положу. Подержите, пожалуйста. И вот мелкие вот цветочки, да, они очень хорошо закрывают такие пустоты. Так, посмотрим. Есть что-нибудь? Такое пустое место вот туда вот. Думаю, достаточно. Достаточно. Оставим. Ага, теперь нам осталось украсить цветочки. Серединки у некоторых у нас не покрашены контурином. Это пищевой краситель. Золотой. У нас еще. Ну, еще же очень много сейчас в кондитерском, да, мире различных бусин, да, можно, наверное, добавить, вот, которые в тортах используют, да.
как-то добавить, да? Можно вообще, мне кажется, сегодня... Это только зависит от вашей фантазии. Да, было бы желание, да? Да, можно добавить все, что хотите. Главное, чтобы вам нравилось и хорошо все это сочеталось, да? Да, вкус должен быть, присутствовать в любом случае. У птички, вот видите, перышки стали золотыми. Так. Шишку золотую. Шишку нет. Все, тут больше ничего не надо. Можно просто сейчас покрыть еще прозрачным блеском. Он, если побольше его положить на шишечки, он как снег будет смотреться. То есть в этом деле есть и свои, Ну, как иней, да? да, секреты. Еще одна шишка была. Мгм. Ну и часть цветочков тоже можно немножко пройтись. Слегка. Готово? Все, готово. Осталось только ленточкой повязать, и можно уже Дарить. дарить. Да. До Нового года, кстати говоря, осталось немного времени, но такая корзина может простоять ну, месяц, полтора-два спокойно, да? Главное, Да. чтобы в прохладненьком месте, да? Да, шоколад лучше хранить до 22-23 градусов. Если сильно жарко, то лучше положить в холодильник. А если не жарко, то при комнатной температуре он прекрасно себя чувствует. Поэтому покупайте заранее, готовьтесь к Новому году. Да. Дорогие друзья, итог этого эфира таков, что, конечно, красота – это неописуемо. И помимо того, что этот подарок будет оригинальным, он будет очень вкусным, но самое главное, не надо ждать 20-х чисел декабря и бегать Искать по подарок, магазинам, да. искать подарок. Вы уже можете в ноябре вот такую красоту приобрести, она у вас будет стоять, радовать ваш глаз, ну а затем уже позже вы подарите ее своим близким, правильно? Ну и обязательно должна быть упаковочка же, да? Да, перед отправкой, конечно же, я укрываю все это прозрачной пленкой, и шоколад доезжает в чистоте и безопасности до клиента, да. Спасибо большое, Наталья, что вновь нас окунули в сладкую тему. Вы знаете, работать вообще всегда прекрасно, да? Творить всегда прекрасно, созидать прекрасно. Ну а когда это еще все связано с вкусовыми нашими рецепторами, это вдвойне приятнее. Ну а если вдруг вы захотите приобрести такую же красоту, то, я думаю, несложно будет найти нашего шока-флориста, да? Это у нас, наверное, вы одна из немногих, кто у нас в городе занимается таким искусством. Наталья Кирилловна всегда рада будет сделать подарок вам и вашим близким. Спасибо еще раз. И вам. Ну а мы увидимся уже скоро. До новых встреч.